В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня, 28 апреля, в России отмечается День работника скорой помощи. Праздник один из самых молодых в стране, но отмечается неофициально аж с 1898 года. Первая скорая помощь была закреплена за полицейскими участками и сопровождала работников полиции. Занимались они в основном несчастными случаями и травмами. С годами функции службы стали увеличиваться. Как работает наша скорая помощь, которая в этом году отмечает 90-летие? Об этом мы не только поговорим с гостем студии. Это Елена Климова, заместитель главного врача по медицинской работе станции скорой медицинской помощи. Елена Михайловна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Конечно, спешу поздравить вас с профессиональным праздником, ваших коллег и в вашем лице всем медицинским работникам огромное спасибо за ваш труд. Спасибо. Ну и давайте об истории, как начиналась служба скорой помощи у нас в Якутске. Отчет развития скорой помощи в городе Якутске начинается с 7 февраля 1931 года, когда был издан приказ о создании такой службы. Эта служба сначала, бригады ездили, значит, на гужевом транспорте до 1936 года. С 1936 года бригады скорой медицинской помощи ездили на подготовленном грузовом транспорте. А в 40-е годы, значит, началось формирование легкового транспорта для бригад скорой медицинской помощи. И только с 60-х годов, значит, 1960-х годов началось формирование и производство новых машин скорой помощи на базе Ульяновского автозавода. По мере того, как увеличивалось население города Якутска, наша служба претерпевала разные названия. Да? Сначала это был пункт скорой помощи, потом подстанция, и уже с 1936 года мы функционируем как станция. По последним архивным данным, по первым, вернее, архивным данным 1943 года на службу заступало суточную 3 бригады, которые в составе своей имели, значит, врача, фельдшера, 3 санитаров, 3 водителей, диспетчера-регистратора и сторожа. Вот. Потом, значит, это здание располагалось в типовом помещении, да, где как раз было вместе с гаражом и расположение диспетчеров и, получается, медиков. А в 1996 году было большое радостное событие, когда станция скорой помощи переехала в каменное свое здание новое, и в котором функционирует по сей день. Значит, там располагаются аптечный пункт, комнаты отдыха для медиков, рядом расположен гараж, что очень удобно для быстрого функционирования, выезда на вызов. Также там располагается, значит, комната для приема пищи, тренажерный зал, актовый зал. Вот. И в смену у нас обычно выходит 24-26 бригад, в зависимости от нагрузки, которые делятся, значит, на 2 анестезиологические реанимационные. Одна бригада оказывает психоневрологическую помощь, одна бригада оказывает кардиологическую, 3 бригады оказывают педиатрическую помощь нашим маленьким пациентам, остальные линейные бригады, которые укомплектованы врачами и фельдшерами. Давайте из прошлого в настоящее. Сколько сейчас участков в Якутске, сколько скорых у нас вообще в регионе? Но так называемых участков у нас нет. У нас имеется головная станция скорой медицинской помощи, вот, расположена в нашем здании. Также мы имеем подстанцию в поселке Хатасы, в которой дежурит 1 линейная врачебная бригада. Также в плане функционирования подстанции в районе аэропорта на базе нового строящегося здания городской больницы номер 2. Примерно это наступит в 2023 году. Также по республике Саха-Якутия у нас в целом, значит, выходит на смену ежесуточно 94 бригады, включая арктические районы, ну и так далее. Наверняка сейчас у вас прям непрекращающийся поток, к сожалению, потому что лед, гололедица. Но если взять, допустим, некий цикл годовой в среднем, то сколько у вас пациентов проходит за сутки? За сутки, в зависимости от обстановки, действительно, да, гололед или, например, если идет подъем вирусных инфекций, то где-то колеблется от 400 до 450. Но в пиковые были нагрузки у нас, когда ковидные вызова очень увеличились, да, до 700 вызовов у нас было, и у нас медики ездили, значит, не заезжая на станцию, круглосуточно. Но, тем не менее, по-моему, справились. Да. Но, несмотря на такие все-таки солидные цифры, к сожалению, там 400-450 человек в сутки, это очень много. А хватает ли специалистов или есть где-то все-таки провал? Да, специалистов у нас хватает. Мы не испытываем
надобности в фельдшерах, у нас полностью укомплектован штат. Единственное, у нас имеется недостаток врачей, специалистов. Вот. Они вот у нас обычно проходят специализацию на базе СВФУ, на курсе анестезиологии и реанимации со скорой помощью. Поэтому, кто желает, мы ждем с распростертыми объятиями специалистов. Мы рады новым вливаниям. Ну, вот вы упомянули ковидный период, возросшая нагрузка практически в 2 раза. Как справились, как выстояли? Потому что нередки были случаи так называемого выгорания врачей, когда все, устал, ухожу. Справились, выдержали? Справились, выдержали. Наша служба первая столкнулась с коронавирусным пациентом в республике. Это произошло 17 марта 2020 года, когда первый контакт бригады вот случился с этим пациентом. Оттуда и пошел отсчет всей коронавирусной инфекции, ну, вот именно истории в нашей республике. И мы были готовы к этому, потому что наши медики, они регулярно проходят обучение. Они первые, значит, сталкиваются с пациентами с особо опасными инфекциями на борту самолета, в квартирах, да, приезжие, значит, из-за рубежа. Поэтому мы умеем и знаем, как себя обезопасить, во-первых, а во-вторых, как помочь такому пациенту. У нас есть специальные боксы, в которых мы их транспортируем, да, что снижает риск инфицирования других пациентов или окружающих. Да, поэтому мы были готовы. И в один из моментов даже наша скорая помощь перешла на суточный режим работы, потому что было очень много вызовов, и это, получается, у нас положительно сказалось на нашей работе, и мы смогли оказать помощь всем пациентам, которые нуждались. Но такое возросшее количество вызовов в пандемийный период все-таки наверняка вызвало, ну, может быть, небольшую, но все-таки задержку. Как реагировали люди, понимали ли все-таки всю важность ситуации, когда к ним приезжала скорая чуть позже, чем они, например, ожидали? Да, пациенты были очень лояльны к нашим медикам, и у нас практически не было таких случаев, когда мы надолго задерживали оказание помощи, потому что диспетчера у нас очень четко алгоритмы свои исполняют и знают, в каком случае нужно отправить бригаду быстрее, когда еще пациент может подождать. Поэтому у нас не было таких случаев, когда пациент оказался без экстренной помощи. Вот в последнее время можно ли говорить о том, что количество вызовов возросло? Стали ли люди чаще болеть? Все-таки сезонная вспышка ОРВИ, опять же, тот же гололедица? Или... Да, существенно больше стало вызовов, то есть где-то на 50-70, да, в сутки мы отмечаем это. Поэтому в зависимости от этой обстановки мы прибавляем бригады или их уменьшаем. То есть сейчас у нас режим повышенной боевой готовности, соответственно, повысилось количество травм и ОРВИ. Из этого мы усилились, и у нас выходит на линию 26 бригад. Ну вот если говорить о городе Якутске, то в принципе все у нас хорошо. Машины есть, врачи есть, но может быть где-то чуть-чуть не хватает. А как по остальным, по промышленным городам республики? Как там выстроена работа? Как ведется работа в труднодоступных, скажем так, населенных пунктах, где один там центр скорой помощи на несколько отдаленных населенных пунктов? Так, ну, по государственной программе в прошлом году многие отдаленные районы, да, получили новый автопарк. То есть им пришли машины на базе «Газели», УАЗов, «Патриотов», да, и они достаточно проходимы. Поэтому помощь скорая в труднодоступных районах и в том числе деревнях, она улучшилась. То есть прибытие очень быстрое стало. А там, где мы не можем доехать, где нет, значит, дорог или подъездных путей, эту функцию выполняет медицина катастроф, санавиация. Они транспортируют тяжелых пациентов и оказывают им помощь на месте. Год для работников скорой помощи юбилейный. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия запланированы в этом году? Да, в юбилейном году нам исполняется 90 лет. У нас очень молодой и активный коллектив, поэтому у нас запланировано много спортивных мероприятий, в том числе, значит, веселые старты, соревнования по волейболу, турслет пройдет. Также, значит, в юбилейный год мы инициировали создание фотоальбома юбилейного, проходит фотографирование, и думаю, что этот альбом выйдет. Также вообще юбилейные мероприятия пройдут 1 октября, несмотря на то, что у нас юбилей был 7 февраля, но пандемия внесла свои коррективы. Поэтому мы отложили, чтобы не подвергать наших ветеранов скорой помощи заражению возможному, да, и поэтому решили отложить для более спокойного празднования.
Вот если говорить о работниках скорой помощи, то скажите, кто преимущественно работает? Все-таки это больше молодежь приходит или это люди уже с большим хорошим опытом и как организована, допустим, некая взаимовыручка? Проводятся ли какие-то курсы повышения квалификации? Да, у нас, значит, коллектив, средний возраст коллектива 38 лет. В основном преобладают мужчины, в 60%. Но у нас есть старшее поколение, которое плодотворно сотрудничает с молодыми специалистами. Самому возрастному специалисту, так скажем, работающему у нас на скорой, 75 лет. Он исправно исполняет свои функциональные обязанности, работает и широко делится своим богатым опытом. Поэтому у нас вот преемственность с молодым поколением очень налажена. Вот. Поэтому мы очень довольны, что у нас и молодые работают, и люди с опытом. Насколько я знаю, сегодня проходит научно-практическая конференция. Расскажите, пожалуйста, о ней подробнее. Чем делятся, кто принимает участие, о чем она? Да, сегодня проходит научно-практическая конференция на базе скорой медицинской помощи. Приехали специалисты с Дальнего Востока. Они делятся с нами опытом в оказании помощи сердечно-сосудистыми заболеваниями, сердечно-легочной реанимации. Приехали у нас специалисты послушать наш курс из отдаленных улусов нашей республики. Вот, и они наберутся опыта, прослушают новые алгоритмы оказания скорой помощи. Также у нас сегодня и завтра запланированы практические мероприятия по формированию практических навыков оказания сердечно-легочной реанимации. Сегодня и завтра будут для наших коллег из улусов проходить такие обучающие циклы. Также мы сами, значит, в целях пропаганды правильного оказания скорой медицинской помощи выезжаем в улусы тоже в течение года и вот формируем у них такие навыки. Мы ездим туда, получается, с тренажерами, да, с муляжами, и вот они учатся. Ну и в завершении беседы ваши поздравления коллегам и пожелания телезрителям, как, может быть, не стать вашим клиентом. Желаю в этот год здоровья, год юбилея скорой помощи, в день скорой помощи, никогда не обращаться к нам на скорую помощь. Желаю всем крепкого здоровья, моим медикам терпения. Пусть ваши семьи будут вам крепким тылом, взаимопонимания и выдержки. Мы справимся со всем. Поздравляю вас от души с нашим праздником. Елена Михайловна, я еще раз хочу поздравить вас и ваших коллег с этим замечательным событием, пожелать вам действительно терпения и крепкого-крепкого здоровья. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня нашим гостем была Елена Климова, заместитель главного врача по медицинской работе станции скорой медицинской помощи. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.